Воскресенье, 21:30 на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Добрый вечер. Я Альбина Хайруллина. И вот ключевые темы выпуска. Парадный расчет для участия в торжественном вручении ордена генерала Шаймуратова №1 построен. Парад прямо под окнами для самого пожилого фронтовика. Впервые в истории в Башкортостане вручили ордена генерала Шаймуратова. Пятиконечная звезда за верность, мужество и долг. Только вперед, не боялись, хотя в каждом шагу смерть ожидала. Анастасия Ильчебаева о героях современности. Кража, с вашего позволения. Совершенно невероятные выплаты, которых в жизни, естественно, не существует. В России растет число киберхищений методом социальной инженерии. Как обезопасить свои деньги от мошенников? В интернет-пространстве много и нелегальных форекс-брокеров, и нелегальных просто брокеров. Будьте внимательны. Можно ли украсть голос и расплатиться лицом? 11 тонущих лошадей, аркан и погрузчик. Быстро вытащить и освободить от веревки. И никаких последствий. Видео, набравшее миллионы просмотров в интернете. Чудесное спасение табуна в Иглинском районе. Авторы ролика уверяют, в кадре еще и 11 жеребят. Разберут и гнилые доски отправят в утиль. Судьба самого длинного деревянного моста России решена. Уже с лета начнется реализация этого проекта. Быть ли в Белорецке новой переправе, куда направят сохранившиеся детали декораций Вечного Зова, знает Айгуль Хатыпова. Первый блогер на деревне. Это влог! Селфи с индюком интересуют людей больше, чем губы уточкой. Безработный специалист с высшим образованием из Буздякского района набирает популярность в Инстаграме. Самый мужской праздник в году. Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли сегодня по всей республике, а начались они с церемонии возложения цветов в Уфимском парке Победы. Глава Башкортостана Ради Хабиров, члены правительства, депутаты Госдумы и Госсобрания принесли гвоздики к вечному огню и к памятнику, посвященному бессмертному подвигу героев Советского Союза Александра Матросова и Минигале Губайдуллина. В мероприятии также приняли участие ветераны и представители молодежных общественных организаций. В памяти о павших солдатах на фронтах Великой Отечественной войны объявили минуту молчания. Впервые в истории сегодня в Башкортостане вручили ордена генерала Шаймуратова. И что отрадно, в числе награжденных двое фронтовиков, прошедших боевой путь легендарной той самой 112-й Башкавдивизии. Награда была учреждена лишь в этом году. Знак ордена представляет собой выпуклую пятиконечную звезду, в середине которой изображение Минигали Шаймуратова в гимнастерке и с надписью, выведенной темно-красной эмалью: «Верность, мужество, долг. Генерал Шаймуратов». На нижнюю часть пояска наложены перекрещенные лавровые дубовые ветви, соединенные подковообразным щитком, выполненным в виде флага Республики Башкортостан. Пятиконечная звезда наложена на скрещенные кавалерийские шашки образца 1927 года. Знак ордена изготовлен из серебра с использованием золота и эмали. 102-летнему ветерану Мугину Каримовичу Нагаеву награду Ради Хабиров привез домой. В честь него прямо под окнами многоэтажки организовали парад. Габдулхая Ахатовича Зарипова орден нашел в госпитале, а вот с остальными встретились уже в зале концертного зала «Башкортостан». Репортаж Анастасии Ильчебаевой. Парадный расчет для участия в торжественном вручении ордена генерала Шаймуратова №1 построен. Парад для одного человека. 220 кадетов, курсантов и юноармейцев смирно стоят напротив того, кто рядом с ними встать уже не может. Мугину Каримовичу 102 года. Сейчас он в коляске. А когда-то на коне теснил фашистов до самого Берлина в рядах бравой 112-й кавдивизии. Одному из двух доживших до наших дней кавалеристов Ради Хабиров вручает орден генерала Шаймуратова. Я, говорит, один человек на 100 тысяч, который всю войну прошел без ранения. Шинель вся в отверстиях, дырках, говорит, это от осколков. Меня, говорит, наверное, Аллах берег. В силу возраста Мугин Каримович уже не может рассказать о военных годах. А вот дети, внуки и правнуки хранят все его истории. Есть даже черновик написанной им книги, которую родственники мечтают издать. А пока из уст в уста передают рассказы о боевом пути фронтовика. Батарея, допустим, у него батарея была 4 орудия. Да? На позиции они выстраиваются в одну линию. Отец
во время войны применил другую тактику. Он свою батарею, артиллерийское орудие, располагал в шахматном порядке. Когда, говорит, в один ряд немец, когда атакует, он знает, что в один ряд подбили одно орудие, второе, третье. А когда, говорит, в шахматном порядке, он не понимает, говорит, где у меня орудия стоят. Его китель увешан наградами. Не хватает, говорят родственники, для полного комплекта лишь героя Советского Союза. Но теперь нужно искать место и для ордена генерала Шеймуратова. Награда, названная в честь комдива 112-й башкав-дивизии, вручена впервые. На обороте соответствующий порядковый номер 01. А вот самому Минигали Шеймуратову при жизни не смогли вручить одну из заслуженных им наград. Орден Красной Звезды должны были передать легендарному комдиву еще в 43-м, но спустя 9 дней после подписания указа о награждении генерал погиб. Более 70 лет награда хранилась в архиве Министерства обороны России. Лишь 4 года назад ее передали республике. Сейчас орден находится в Национальном музее Башкортостана. Но сегодня награды нашли своих героев. Второй орден генерала Шеймуратова и еще одному кавалеристу башкав-дивизии Ради Хабиров вручал уже в стенах военного госпиталя. Несмотря на возраст 96 лет, Габдулхай Зарипов захотел принять награду стоя. В кавалерийскую дивизию фронтовик попал после ранения в 43-м. До этого защищал Москву, участвовал в Сталинградской битве. Уже после госпиталя освобождал Беларусь, Польшу, дошел до Берлина. Их засылали глубоко в тыл группами. Они там разведывали, где что. Медаль он получил за то, что они там взяли языка, привели. И он оказался очень ценным, этот язык. Очень не любил рассказывать про войну. Он говорил, война – это грязь, это кровь, это слезы, это страдания. А вот Кашав Самигуллин свой боевой путь вспоминает вместе с супругой. В руках альбом с фотографиями военных лет и документами. В семье хранят как реликвию. Особенно дорог этот рваный по краям комсомольский билет. Дорог как раз из-за этих недостающих кусочков бумаги. Если вот это не было бы, здесь вот комсомольский билет, зеркало, красноармейская книга, они вот это самое защитили меня. Если комсомольский билет не было, я умер бы. А пуля прошла бы сквозь. О смерти не думали, и у нас вместе сердца не было. Только вперед, не боялись, хотя каждым шагом смерть ожидала. Пулеметным огнем Кашав Аглединович умело прикрывал переправу полка. В результате жестокого боя был тяжело ранен. На сцене он стоит, слегка сутулясь под тяжестью то ли лет, то ли наград. На кителе теперь еще одна – орден генерала Шеймуратова. Для нас это важнейший праздник вообще, для страны это самый главный праздник. И мы поэтому сделаем все, чтобы, во-первых, помнить ветеранов Великой Отечественной войны, отдать им дань уважения, ну и, конечно, поздравить тех, кто защищал уже в мирное время, защищал нашу страну. Может быть, слышит плохо, говорит уже мало, а зрение давно подводит. Этот парад он увидел и прочувствовал сердцем. Слез сдержать не смог. Быть может, вспоминая, как сам уходил в военной форме, правда без музыки, также плечом к плечу с товарищами на фронт. Этот парад в первую очередь для него, а еще для тех, кто во взрослом возрасте уже, к сожалению, не застанет в живых ветеранов, чтобы с детства знали, нужно помнить. Анастасия Чебаева, Артур Ханов. Итоги недели. Ордена генерала Шеймуратова сегодня удостоились 8 человек. Самым юным военным среди них стал стрелок-санитар штурмового отделения Вадим Сафин. 4 мая 2011 года снайпер спецназа во время выполнения служебно-боевой задачи в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики получил множественные огнестрельные ранения. Но даже истекая кровью, не бросил своих товарищей. Глава Башкортостана Ради Хабиров также вручил новую государственную награду жителю Кугарчинского района, ветерану боевых действий в Афганистане Ильдусу Халитову. Сотруднику МВД, участнику контртеррористических операций на Северном Кавказе Руслану Гайнулину. За проявленное мужество орден генерала Шеймуратова получила учительница информатики из Стерлитамака Екатерина Першина. Рискуя жизнью, она закрыла своим телом учеников, на которых с ножом напал одноклассник. Подросток нанес ей 4 проникающих ранения. Тем не менее, педагог смогла открыть дверь и выпустить детей из класса. Первое, наверное, что было в моей голове, это мысль о том, чтобы дети были живы. Это то, что ложится на наши плечи учителя каждый день. Безопасность ребенка в первую очередь, поэтому ни о чем другом думать я не могла, поэтому это был мой долг. В мирное время нашлось место для героического поступка и в Межгорье. 6 января текущего года там могла разыграться трагедия, но предотвратить беду смогла почтальон Эльвира Шиахметова.
Женщина разносила пенсию, когда заметила пожар в многоквартирном доме. Несмотря на задымление, она бросилась в подъезд и предупредила всех жильцов об опасности. Сотрудник почты также знала, что в одной из квартир проживает маломобильная пенсионерка, и помогла ей выйти на улицу. В результате смелых и решительных действий из горящего дома было эвакуировано 20 человек, в том числе 7 детей. Мы с этой женщиной вышли, я буквально минуты 2 постояла, подошли ее родственники, я пошла по участку, потому что участок мой не короткий, длинный, мне нужно было дальше. У меня была корреспонденция, письма. Башкирский флаг над военным судном. Республика установила шефские связи с десантным кораблем «Иван Грен». Сегодня, в День защитника Отечества, соответствующий договор подписали глава республики Ради Хабиров и командир корабля Андрей Жарков. Башкортостан будет содействовать отбору достойных кандидатов и направлению военнослужащих по контракту для прохождения службы на корабле, а также организовывать выступления творческих коллективов из региона и принимать участие в решении бытовых вопросов. Для нас это большая честь. Мы надеемся, что и наши призывники попадут на службу к вам. У вас очень дисциплинированная, очень боевая команда. Поэтому для нас очень приятно, что флаг Башкортостана будет реять над судном Северного флота. «Иван Грен» – российский большой десантный корабль, состоящий на вооружении Северного флота. Судно названо в честь вице-адмирала Ивана Грена, начальника артиллерии морской обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Передача флоту и подъем флага состоялись в июне 2018 года. На подписание договора командиры корабля приехали в республику со своими семьями. Командование корабля и всего экипажа мы вам очень признательны и поздравляем с этим замечательным днем. И очень благодарны, что вы подходите с этой инициативой поддержания этих взаимосвязей между республикой и нашим кораблем. Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца. Документом также устанавливается увеличение выплаты за рождение второго ребенка на 150 тысяч рублей. Между тем, саму программу продлили на 5 лет до 31 декабря 2026 года. Теперь мат-капитал будет ежегодно индексироваться, и претендовать на получение средств на первенца сможет также отец, который является единственным усыновителем ребенка. Вложить полученные деньги можно будет в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. На какие еще выплаты могут рассчитывать семьи с детьми в республике? В деталях разбиралась Екатерина Тимиряева. Уфимка Ева Василевская прогулку с сыном совмещает с пользой для себя. На сайтах изучает информацию о детских выплатах. Скоро девушка станет дважды мамой. Рассуждают, что для молодых семей мат-капитал уже на первого ребенка – это большое подспорье. Когда родился ее первенец Идриан, такого не было. Сейчас же Ева уверена, господдержка поможет решить давнюю мечту для ее семьи. Конечно, это нужно, поддержать молодую семью, это неожиданно приятно, потому что многие, я думаю, потратят на свои цели, но лично я хочу потратить на покупку жилья. И такая существенная прибавка, это очень будет помогать семьям молодым. Как только Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки при рождении детей, социальные сети МФЦ в Башкортостане буквально приняли лавину сообщений от местных жителей. Большинство интересуется, когда можно будет получить выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Начисления будут рассчитываться с 1 января 2020 года, когда вступил в силу новый закон. Ежедневно мы фиксируем рост обращений по этой теме. Как только будет принято решение на законодательном уровне по новым детским пособиям, о которых говорил Владимир Путин, прием документов будет организован в офисах МФЦ. Подробная информация о новых услугах размещена на официальном сайте МФЦ Республики. Вообще уже действует 13 мер поддержки семей с одним рожденным или усыновленным ребенком. Но о них знают не все, сообщили в региональном правительстве. Так все семьи могут претендовать на единовременное пособие при рождении ребенка – более 20 тысяч рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком – от 3700. Малоимущие семьи получают бесплатные продукты для питания беременных и кормящих мам. Детское питание – ежемесячное детское пособие от 225 рублей. Семьи в трудной жизненной ситуации – путевки в детские санатории и лагеря. При усыновлении ребенка выдается 460 тысяч рублей и еще плюс 100 тысяч, если ребенок с ограниченными физическими возможностями. Оказывается, адресная социальная помощь по социальному контракту. Размер выплаты от 15 до 100 тысяч рублей. Сумму почти по 1500 рублей родители при условии официального трудоустройства могут получить налоговый вычет. В 2020 году размер выплаты
составит половину прожиточного минимума на ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации на уровне второго квартала 2019 года. В Республике Башкортостан размер такой выплаты на ребенка составит порядка 5000 рублей. Порогом для определения критерия нуждаемости станет также прожиточный минимум, установленный на уровне второго квартала 2019 года. В Республике Башкортостан размер такого прожиточного минимума составляет 9804 рубля. Плюс уже к перечисленным есть меры и для поддержки семей при рождении второго ребенка. Это материнский капитал на 616 тысяч рублей, либо плюс 150 тысяч, если уже был получен за первенца, родительская компенсация при оплате детсада на второго ребенка до 50%, ипотечная ставка ниже 6% годовых и ежемесячное пособие малоимущим семьям по 500 рублей на каждого ребенка. Башкортостан – один из немногих российских регионов-лидеров по количеству многодетных семей. Эта категория может рассчитывать на следующие выплаты. Почти 9 тысяч рублей ежемесячное пособие на каждого ребенка, рожденного после 31 декабря 2017 года, но если до этой даты сумма составит 3000 рублей. Компенсация коммуналки рассчитывается индивидуально. Родительская компенсация платы за детсад 70%. Налоговый вычет обоим родителям при условиях официального трудоустройства 3000 рублей. Кроме того, есть льготы при уплате земельных и имущественных налогов, а от транспортного налога они освобождаются. А в семьях, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родится третий или последующий ребенок, выдадут 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В связи со сложной демографической ситуацией в республике меры будут дополняться. Целый раздел дорожной карты по жилью. Там будут и замена вот этих участков денежной компенсации, на которые можно деньги направить на жилье, имеется вот этих земельных участков, которые проблемный у нас вопрос. Там есть и тема арендного жилья, то есть субсидирование арендной платы. В общем, очень много мыслей, работы идет, продолжается неустанно только на то, чтобы наше население с удовольствием заводило детей. По плану региональных властей в Башкортостане, благодаря мерам для повышения рождаемости, до 2024 года прирост составит 8,5 тысяч. Дорожная карта сосредоточена на нескольких направлениях: репродуктивное здоровье жителей и доступность репродуктивных технологий, сдерживание миграции, развитие инфраструктуры, дружественной семье и разнообразные проекты. Все это позволит воплотить мечты большинства жителей. По данным ФОМ, сейчас около 70% семей хотят больше детей, чем имеют на данный момент. Екатерина Тимиряева, Артур Ханов, Булат Закирьянов, Родион Матвеев. Итоги недели. 13 финансовых пирамид были выявлены в Башкирии, это только за прошлый год. В целом на территории республики удалось пресечь деятельность 52 организаций теневого финансового рынка, львиную часть которого составили черные кредиторы. Все материалы направлены в правоохранительные органы. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказали на Уральском форуме по кибербезопасности финансовой сферы, который прошел в Абзалиловском районе. Была отмечена положительная практика в части наказания злоумышленников. Так, если год назад уголовные дела открывались лишь в 30% случаев обращений Центробанка, то отныне эта цифра выросла в 3 раза. Как обезопасить свои деньги и можно ли украсть голос? Об этом далее. Пришло сообщение с 900 о поступлении денежных средств. Походил, подумал, пообщался. Решил, вот, может быть, и глупый поступок совершил, но на тот момент мне казалось, что это правильно положить, перевести на свой номер телефона. Фигурантом уголовного дела Юрий стал при помощи своего же мобильного телефона, куда пришло СМС-сообщение. На ваш счет поступило несколько тысяч рублей. Молодой человек тут же перевел всю сумму на свой баланс, только вот деньги были адресованы вовсе не ему, а жительнице Баймака, которая просто выбросила симку с включенной услугой «Мобильный банк». Если вы используете услугу мобильного банка, который привязан к определенному телефонному номеру, то после того, как вы перестаете пользоваться сим-картой, необходимо обязательно отключить услугу мобильного банка, чтобы посторонний не мог получить доступ к вашему банковскому счету. Посредством киберхищения мошенники набили свои карманы на сумму почти в 6,5 миллиардов рублей. Это данные по стране и по итогам прошлого года. Средний чек списания составил 10 тысяч рублей у физических лиц и 152 тысячи у юридических. Денежные средства снимались со счетов клиентов в основном при помощи методов социальной инженерии. По данным Центробанка, сейчас существует 15 популярных сценариев. Самый банальный, когда звонит якобы служба безопасности банка и сообщает о том, что с вашей карты пытаются незаконно списать деньги, и чтобы обезопасить их, просят назвать пин-код, что делать категорически нельзя.
Хищения в этом году действительно мы выявили гораздо больше, но в любом случае эта цифра не превысила тот показатель, который мы считаем недопустимым к превышению. Составила 2,5 копейки на 1000 рублей переводов. В общем, в масштабах страны, конечно, может быть, это не очень большая цифра, но мы понимаем, что за этой цифрой стоят прежде всего граждане и малые и средние предприниматели. Специалисты Банка России выявили 3 фактора успешной атаки на денежные средства: пробуждение чувства страха, наживы и поспешного принятия решения. Поэтому эксперты советуют тут же бросить трубку и перезвонить в банк. Но ни в коем случае не совершать обратный звонок, а набрать номер, который указан на обороте пластиковой карты. Заблокированы были почти 5000 номеров телефонов, задействованных в мошеннических схемах, что в 38 раз больше, чем годом ранее. Повысилась и выявляемость финансовых пирамид в интернете. Только за прошлый год удалось приостановить в Башкирии деятельность 52 организаций теневого финансового рынка, львиную часть которого составили черные кредиторы. Быстрым и доступным средством доставки рекламы, доставки информации о нелегальной деятельности является интернет. В интернет-пространстве много и нелегальных форекс-брокеров, и нелегальных просто брокеров. Будьте внимательны, потому что подобные организации зачастую рекламируют свою деятельность, предлагая крайне высокие ставки доходности, причем зачастую гарантируя эту доходность, и предлагают услуги по инвестированию якобы в криптовалюты, в драгоценные металлы, финансовые инструменты, но стоит проверить наличие как минимум подобных организаций лицензии Центрального банка. А вот оплата лицом – услуга, которую предлагают воспользоваться в сети столичных кофеен и на 2 станциях метро – это вовсе не уловка мошенников. Отныне улыбка может заменить банковскую карту и QR-код. Метод будет работать по аналогии с бесконтактными технологиями. Для операции до 1000 рублей будет достаточно подойти к месту проведения платежа и посмотреть в камеру. Если сумма выше, то аппарат запросит ввести дополнительный код. Оплату по биометрии лица внедряют в систему быстрых платежей ЦБ. Что касается распространения такой практики на иные регионы, в целом по России, здесь необходимо принятие соответствующего законопроекта, который сейчас находится в Государственной Думе и дорабатывается ко второму чтению. Именно этот законопроект расширит возможности использования единой биометрической системы для любых финансовых сервисов, которые, в общем-то, захотят предоставлять с использованием системы банки. Также этим законопроектом предполагается расширение возможности использования единой биометрической системы на иные секторы. К сбору биометрических данных подключились 30 кредитных учреждений на территории Башкортостана. Банку потребуется изображение вашего лица и образец голоса, так называемый голосовой слепок. Прежде всего клиента фотографируют, затем дважды просят произнести цифры от 1 до 10. Система безопасная, ее не смогут провести даже близнецы. Эксперты заявляют, опасаться киберхищений нужно, ведь мошенники тоже становятся изощреннее, но без лишней паники. Поэтому хранить деньги все же лучше в банке, но не в банке из-под огурцов. Альбина Хайруллина, Артур Ханов. Итоги недели. Абзалиловский район. Знаменитый Белорецкий мост демонтируют, а затем восстановят, но не полностью и уже в другой форме. К такому выводу пришли эксперты из Института развития городов Башкортостана. По их словам, на данный момент демонтаж моста – единственный вариант решения, так как упущено время на проработку запасных. Элементы конструкции, находящиеся в хорошем состоянии, будут сохранены и законсервированы. Но вот только на какой срок пока неизвестно. Репортаж Айгуль Хатыповой. Бензопила проходит по дереву, как нож сквозь масло. На этой неделе начали демонтаж исторической реликвии Белорецка, самого длинного деревянного моста в России. Разбирать начали уже сейчас, чтобы избежать опасности, ведь весной при таянии льда паводок может снести конструкцию и забить шлюз. В связи с тем, что есть опасность дальнейшего обрушения этих конструкций и засорения в дальнейшем водопропускного сооружения, которое у нас присутствует на дамбе, может привести к тому, что уровень поднимется, соответственно, будут затапливаться те здания, сооружения и элементы благоустройства, которые уже присутствуют. К концу следующей недели на той части водохранилища будет установлена электрическая лебедка. При помощи нее по льду срезанные части переправы будут доставляться на тот берег. А деревянные сваи, находящиеся под водой, планируют доставать при помощи специальных конструкций и ручной лебедки. Около 20% конструкции подвергнется консервации и будет использовано для дальнейшей реставрации. Остальные 80% утилизируют. По предварительным подсчетам на это потребуется гигантская сумма – около 80 миллионов. Переправа
находится не в лучшем состоянии. И по заключению экспертов из Института развития городов Башкортостана, полному восстановлению не подлежит. Мост был построен в 1935 году. Раньше он служил переправой для рабочих Белорецкого металлургического комбината. Позже стал местом для прогулок и точкой притяжения приезжающих туристов. Его длина составляет 550 метров, что делает его самым длинным деревянным пешеходным мостом в России. В 1941 году по нему на войну уходили солдаты. Также на этой переправе были сняты кадры знаменитой киноэпопеи «Вечный зов». Переправа начала разрушаться в 2014 году. С тех пор неравнодушные граждане создали целое движение в поддержку его реконструкции. Но, как выяснилось позже, идею восстановления моста за десятки миллионов рублей поддерживают не все жители Белорецка. Спорный вопрос. По моему мнению, мост не нужен. Для того, чтобы его восстановить, необходимо 70 миллионов рублей. Эти деньги можно использовать для других целей. Например, в самой отдаленной деревне Бакиева до сих пор нет дороги. Дети не могут ходить в школу. Чтобы туда добраться, нужен вездеход. На этой неделе в Белорецке состоялась встреча с жителями города, где обсудили планы по восстановлению знаменитой переправы, а также проект благоустройства прилегающей набережной и городского пляжа. Одна из предложенных идей – установить на новой территории арт-объекты, посвященные фильму «Вечный зов», съемки которого проходили в городе Белорецк. Там будут детские игровые зоны, спортивные зоны. Все это будет сегодня обсуждаться. Может быть, архитекторы ошиблись в каких-то предположениях, может быть, что-то не учли. Поэтому нам очень важно собрать мнение жителей, какие вопросы, чтобы все было отражено в проекте. Благоустройство пляжа планируют реализовать в этом году в рамках программы формирования комфортной городской среды. Проект обойдется в сумму до 30 миллионов рублей. Что же касается легендарной переправы, она не канет в лету. Законсервированные детали старой конструкции будут встроены в новый мост, как элементы декорации, чтобы сохранить почти вековую историю города. Айгуль Хатыпова, Артур Елаев, Владимир Шевчук и Константин Романов. Итоги недели. Белорецк. Тем временем депутаты Госдумы предложили повысить студенческую стипендию до уровня прожиточного минимума. То есть, если сравнивать с текущими расценками, размер выплат в республике должен вырасти как минимум в 5 раз. И это речь только об академической минималке, которую могли бы получать студенты, просто закрывшие сессию без троек. Впрочем, не стоит радоваться раньше времени, ведь пока это всего лишь законопроект. И наш корреспондент Артур Шамсудинов убедился, что у инициативы уже нашлись и скептики. Из дома родители отправляют. Много продуктов тогда не отправляют? Нормально, достаточно, все хватает. А если заканчивается? Если заканчивается, еще отправляют. Вильнур Утемишев, хоть и живет второй год отдельно от родителей, самостоятельным себя не считает. Продукты ему, как и товарищам по общежитию, привозят мамы и папы. А как иначе выжить бюджетникам на одну стипендию? Этим вопросом задается едва ли не каждый студент. Академическая стипендия составляет 1929 рублей. Повышен, если, допустим, на пятерке закрылся, 2500. У нас есть социальная стипендия, но ее получают также не все. 2500. Даяна Галямова и Халида Кутлахметова – активистки. За хорошую учебу и участие в общественной жизни вуза они получают повышенную стипендию. Это порядка 10 тысяч рублей. Но таких на каждом факультете единицы. Большинство бюджетников получают минималку. Этих денег едва ли хватит на проезд. Радмир Нурмухаметов, студент второго курса, вечера проводит по ресторанам. Нет, не в качестве клиента, а как музыкант. Будущий программист вынужден совмещать свою учебу с подработкой. Допустим, с 8:30 до 4 часов учусь, потом я занимаюсь делами этими, и ночью, допустим, до 3-4 я что-то там поучу, попишу, посплю и обратно на учебу еду. На качество учебы отражается? На качество учебы не сильно отражается, а вот на сне отражается сильно. Подрабатывают в основном не по специальности порядка 60% студентов. Депутаты Госдумы посчитали, что такая тенденция все же не лучшим образом сказывается на профессиональных компетенциях будущего специалиста и предложили приравнять размер студенческих стипендий к уровню прожиточного минимума. То есть в Башкортостане средний студент-бюджетник мог бы рассчитывать на ежемесячные 10 тысяч рублей. Безусловно, мы поддерживаем все идеи, которые касаются улучшения положения студентов. В то же время мы должны понимать, что любая инициатива, особенно требующая дополнительных финансовых затрат, она должна быть просчитана. На сегодняшний день, насколько я знаю, не выявлен тот источник, откуда нужно будет дополнительные финансовые средства, чтобы стипендия была не ниже величины прожиточного минимума.
Конечно, доля бюджетников в вузах республики существенно ниже, чем тех, кто учится на коммерческой основе. Но, несмотря на это, на повышение стипендий из казны дополнительно потребуется не 1 миллиард рублей. Но если мы только в этом году будем принимать в наши вузы 11 тысяч студентов, то есть у нас в республике там студентов-очников тоже там десятки тысяч, да, и естественно там часть из них получает стипендию, там социальные выплаты, дети-сироты там, и так далее, дети-инвалиды, но большая часть получает эти 2000. И здесь, еще раз говорю, в целом по стране цифра гигантская, конечно, будет. Нашлись и скептики. Некоторые считают, что данный подход уже применялся в советские годы. Сейчас же нужно идти по европейскому образцу и, к примеру, налаживать систему взаимодействия студентов и работодателей. А именно, на одном рабочем месте, например, может работать 2-3 студента в разное время. Ну, один до обеда, к примеру, второй после обеда, а третий вообще вечером. Вот в наших условиях, в России, ну, такое немыслимо практически. Вот у нас говорят, вот работать 12 часов, а что там учеба, работодатель говорит, это меня не волнует. И вот это вот не волнует, то, что у нас нет такой кооперации в обществе, это плохо. Как ни парадоксально, но противники законопроекта нашлись и среди самих студентов. Речь идет об отличниках учебы, которые говорят, сейчас они из кожи вон лезут, чтобы заработать повышенную стипендию, а кто-то сможет получить эти деньги, что называется, и не напрягаясь. В случае, если минималку решатся поднять до уровня МРОТ, то и остальные выплаты, скорее всего, тоже придется повышать. Новый законопроект депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию. Пока же размер стипендии ежегодно повышается в среднем на 100 рублей. Большинство согласны с тем, что стимулировать такая прибавка к получению знаний никак не может. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов и Ильнур Юмагулов. Итоги недели. А теперь о других новостях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой. Плесень на обед. Школьников села Янгельский в Абзелиловском районе кормили глазированными сырками, покрытыми опасным грибком. Было обнаружено 55 порций молочной продукции с плесенью. Ради Хабиров во время оборчаса заявил, что объявляет войну поставщикам некачественного школьного питания. Так, ранее вопиющий случай на школьной кухне был выявлен в Кушнаренковском районе, где учащихся кормили мясом из Бразилии, в производстве которого применялась костная мука. Благодаря объявленному карантину обошлось без пострадавших. В Ишимбайской школе обрушился потолок. Обшивка упала прямо на парты, за которыми могли бы в этот момент сидеть ученики. Обрушение произошло из-за протечки крыши. Здание было построено еще 65 лет назад. Школьники и учителя не пострадали, их не было в кабинетах на момент аварии. В районном управлении образования заверили, что к началу занятий все ремонтные работы будут завершены. Ну и еще одна новость уже из сводок ГИБДД. ДТП с участием учителя, пьяного учителя. Все произошло в селе Аскарово. 27-летний местный житель за рулем «Лады Ларгус» совершил наезд на 55-летнего пешехода. В результате аварии мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что водитель – преподаватель физкультуры, а авто управлял в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина задержан, поэтому школе придется подыскать нового учителя. В центре Уфы снежная лавина вновь повредила припаркованные машины. Видео попало в обзор автомобильного регистратора. Это улица Коммунистическая. На кадрах видно, что прохожий тоже едва не оказался под снежной массой. До трагедии оставалось всего несколько шагов. Днем ранее на улице Ленина снег проломил крышу фургона. Лишь по случайности никто из прохожих не пострадал. Инцидент произошел у гостиницы «Агидель». Управление гражданской защиты сообщает еще о 5 подобных случаях в Уфе. В связи с обильными снегопадами и резким потеплением специалисты просят горожан соблюдать бдительность. Ксения Собчак побывала на родине певицы Алсу. Телеведущая сняла в Башкортостане очередной выпуск своей авторской передачи. Одной из локаций стала деревня Уяндыково Илишевского района. Именно там свое детство провела заслуженная артистка России. В деревне Алсу и Ксению встретили хураисты и танцевальный ансамбль. Певица провела для Собчак экскурсию, показала улицу и дом, в которой жили ее бабушка с дедом. Также звезды покатались на лошадях. А вот в Иглинском районе выгул лошадей чуть не завершился трагедией. Социальные сети взорвало видео с тонущими животными. Ролик спасательной операции набрал миллионы просмотров и сотни тысяч комментариев. Животных местной фермы вывели на водопой. 11 лошадей провалились под лед. В этом месте глубина озера достигает 4 метров. Вытаскивать животных пришлось при помощи аркана и погрузчика. Те годы лед стоял там более полуметра, 60 сантиметров. Бур не доставал до воды. А нынче так получилось. Зашли и под лед провалились. Оперативно сработали. Всех 11 голов, ушедших под лед, за 10 минут мы их вытащили, поставили на ноги.
В итоге ни одно животное не пострадало. Кстати, все провалившиеся под лед беременные кобылы. На ферме занимаются разведением лошадей башкирской породы. Сейчас они находятся под наблюдением ветеринаров. Фермеры уверены, что жеребята в утробе не пострадали. И позже обещают снять видео, когда они родятся. А лошади теперь ходят на новый водопой. У нас каскадный пруд. Там 2 каскада подряд. И вода круглосуточно поступает. Чистая, хорошая вода. В общем, мы поставили свою кормушку теперь. Лошади все приучили вон. Все, они подходят, спокойно пьют. Проснулся знаменитый Айдар Калимулин из деревни Копей-Кубово Буздякского района. Решил не просто выкладывать в Инстаграме фотографии и записывать короткие сторисы, а в простой и, главное, в смешной форме рассказывать о сельской жизни. Такой подход понравился подписчикам, и за короткое время их количество перевалило за 90 тысяч человек. Чем так зацепил своих фолловеров выпускник аграрного университета. Кстати, без работы, узнал мой коллега Азат Садреев. Это влог. Каждый ролик, записанный Айдаром Калимулиным, собирает в Инстаграме порядка 100 тысяч просмотров. По словам блогера, сценарий он никогда не сочиняет, просто снимает все, что делает у себя во дворе. Убирает снег, кормит домашний скот, собирает куриные яйца, играет с любимой собакой и делает это от души и с чувством юмора. Сам летом косил, братан, ты что не кушаешь? Давай. О, молодец. Я сам родился в деревне и все это видел, живу этим. Я хочу донести это до людей, чтобы они тоже увидели, чтобы они как бы рвались в деревню. Потому что сейчас молодежь в основном уезжает в всякие города и не ценится это все. Айдар – выпускник аграрного университета по специальности зоотехник. Но диплом парню пока не пригодился. Работы в родном районе он не нашел. Решил применить полученные знания в своем подсобном хозяйстве. При этом стать популярным блогером и не мечтал. Все изменил вот этот ролик, на котором он, пока еще никому неизвестный сельский парень, скачет верхом на лошади в компании своего пса. Лайки и комментарии посыпались со всей страны, а самого автора даже пригласили на съемки передачи на Первом канале. Такого хайпа Айдар не ожидал. Как-то загрузил это видео в YouTube. И прям так понеслось, что всем понравилось. И я дальше начал записывать про эту собаку и про коня, как мы вместе скачаны. Сейчас главная звезда влогов – Индюк, который фигурирует во многих роликах. И, судя по комментариям, очень нравится подписчикам. Появится он и в новом клипе, который Айдар уже снял и сейчас монтирует. Параллельно рассуждает о хейтерах, которые сравнивают его с другими блогерами и считают, что парень просто скопировал чужую идею. У разных людей разная подача, вот так скажем. Изюминка в чем? Скорее всего, как пишут в комментарии мне, в простоте и в любви к животным. Я не просто так снимаю, я снимаю это от души просто. Вот из-за этого, и мне кажется, то, что меня народ так полюбил сильно. Замок открой. Спасибо. Для многих известных блогеров раскрученная страница – основной источник заработка за счет рекламы. Но о монетизации своего аккаунта Айдар Калимулин пока еще серьезно не задумывался. Главное – показать своим фолловерам, которых уже почти 100 тысяч, все прелести жизни за пределами города. О, попутчики! Угнали! Догнал. Поняли, где меня искать? Во дворе у сельского блогера настоящая фабрика звезд: кошки, собаки, лошади, коровы, курица и, главная знаменитость, индюк по кличке Чужой. Именно благодаря умению преподнести сложные деревенские будни смешно и по-простому сделала Айдара Калимулина популярным в социальных сетях. Останавливаться на достигнутом он не намерен, в планах и дальше рассказывать о сельской жизни своим подписчикам, которых с каждым днем становится все больше. Азат Садреев, Артур Елаев, Владимир Шевчук и Адхат Анваров. Итоги недели. Буздякский район. Ну и возвращаемся к теме дня, к нашим защитникам. Разборка и сборка автомата, примерка костюма химзащиты и оказание первой медицинской помощи. В Уфе сегодня стартовал конкурс начальной военной подготовки, посвященный памяти генерала-лейтенанта полиции Артура Ахмедханова. За звание лучших боролись более 300 кадетов. Участников соревнований поприветствовал и Ради Хабиров.
40 секунд – это личный рекорд Альбины Хабибулиной по разборке и сборке автомата Калашникова. Но перебить его или хотя бы повторить не получается. Девушка волнуется. Слишком большой сегодня груз ответственности. Она в качестве командира кадетского класса представляет свою школу. В кадетском классе я уже 4 года. Интересно это тем, что есть дисциплина, это первое. Конечно же, форма, честь и, естественно, гордость. 161-й лицей для участия в состязаниях приехали школьники из Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска и 4 районов Башкортостана. В общей сложности 14 команд. Перед стартом соревнований кадетов поприветствовал Радий Хабиров. Конкурс начальной военной подготовки проводится в соответствии с указом главы республики об увековечивании памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахмедханова. Благодарю вас за оказанную дань уважения. Поздравляю вас всех с праздником мужества, благородства и доблести. Я очень рад, что сегодня наш первый конкурс начальной военной подготовки проходит 23 февраля, в День защитника Отечества. И, конечно, я счастлив, что конкурс носит имя нашего генерала, нашего земляка Ахмедханова Артура Фарвазовича, который всю свою жизнь отдал служению России, служению родному Башкортостану. Многие из этих ребят уже в юном возрасте определились, кем станут в будущем. Кто-то по окончании 11 классов поступит в военное учебное заведение и станет офицером. Закалка у них уже есть и навыки, полученные в кадетских классах. Навыки первичной военной подготовки. Много чего познаем. Вот МЧС, также разные основы безопасности, также техники безопасности, спасения. Но я вам скажу честно, что большая часть из этих ребят, которые здесь принимают участие, с удовольствием пойдут служить в вооруженных силах, станут настоящими защитниками Отечества. С этими ребятами, скажу честно, я пошел бы в разведку. Пройтись в строевой, разобрать оружие или облачиться в костюм химзащиты. Для этих ребят не впервой. И на самом деле здесь собрались только те, для кого профессия защищать Родину – это обдуманный шаг, а возможно и призвание всей жизни. Руслан Батрагареев, Артур Елаев и Рамиль Вахитов. Итоги недели. Уфа. В честь Дня защитника Отечества в Уфе прошел праздничный рейд. Вот только вместо проверки документов водителей ждал сюрприз. Сегодня телеканал БСТ совместно с ГИБДД поздравили водителей с 23 февраля. Желаем счастья, здоровья и успехов. Доброй дороги, праздника! Спасибо вам. Спасибо. Проверять документы госавтоинспекторам помогали прекрасные ведущие новостей главного телеканала республики. Останавливали исключительно тех, кто сегодня несет службу, а это водители скорой помощи, общественного транспорта и спецтехники. Документы мужчинам показывать не пришлось, и их ждал сюрприз и теплые поздравления от прекрасной половины телеканала БСТ. Приятно, конечно, но неожиданно. Понимаете, не ожидал никак чего такого. Приятно, что красивые девушки телеканала БСТ поздравили с праздником 23 февраля. Всегда бы так останавливали, поздравлять. Вот такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Ну а прямо сейчас специальный репортаж Анастасии Ильчебаевой. Будет интересно, не пропустите.